Вы смотрите подборку 10 самых важных и ярких событий у нас в регионе. Итак, чем запомнилась Якутии прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. В Якутии с рабочим визитом побывал Юрий Трутнев. Свою поездку по республике полпред президента России на Дальнем Востоке начал с Нерюнгринского района, где посетил производственные объекты «Колмар». В Якутске вице-премьер провел совещание по развитию транспортной инфраструктуры и встретился с главой республики. Трутнев также отметил, что первая в Якутии территория опережающего развития, индустриальный парк Кангаласы, имеет хорошие перспективы. В начале этой недели без электроснабжения остались 100 тысяч человек, то есть почти 1/10 населения республики. Линия электропередачи напряжением 110 кВт отключилась от Якутской ГРЭС в 16:43. Без света оставались Хангаласский, Мегино-Кангаласский, Горные Улусы и часть потребителей Якутска. Предположительной причиной аварийного отключения является обрыв провода в результате стороннего воздействия. Энергоснабжение полностью восстановили в тот же день. Исполняющий обязанности первого вице-премьера, руководитель администрации главы и правительства Якутии Юрий Куприянов будет назначен постоянным представителем республики в Москве. Об этом Егор Борисов сообщил на планерном совещании с членами Кабинета министров. Егору Попову не разрешили сесть на домашний арест. Об этом ИСИА сообщил адвокат подозреваемого. Напомним, 28 октября Якутский городской суд избрал в отношении экс-заместителя главы Якутска меру пресечения в виде заключения под стражу. Поводом стала попытка Попова покинуть пределы региона. Для тех, кто не в курсе дела, рассказываем. По данным следствия, в 2013 году Егор Попов дал незаконное указание подчиненным об уменьшении площади застройки здания школы номер 35 для инклюзивных детей. Освобожденный земельный участок был предназначен для строительства многоквартирного жилого дома. Школа не построена до сих пор. В Якутии бывший боксер Семен Степанов оставил спорт ради перепелок. Продажа яиц приносит значительный доход при относительно низких затратах. Семен, в прошлом известный боксер, гордость Хангаласского улуса, один из первых в Якутии начал разводить перепелок. В октябре прошлого года он съездил в Новосибирск и закупил 200 яиц перепелок по 26 рублей за штуку. Через месяц он привез из Новосибирска уже 300 яиц. Из них вылупилось более 200 птенцов. На сегодня в хозяйстве свыше 400 перепелок, которые ежедневно приносят прибыль. Футбольный клуб «Якутия» заканчивает 2016 год с многомиллионными долгами. Из-за кризиса частные инвесторы, ранее благосклонно относившиеся к якутскому футболу, сейчас вынуждены сокращать расходы. В то же время Министерство спорта региона урезало содержание команды с 60 докризисных миллионов до 16 оптимизированных. Выход из сложившейся ситуации многие любители футбола видели в переходе клуба из профессиональной в любительскую лигу. Генеральный директор футбольного клуба Кузьма Юзвик сообщил, что помощь в решении проблемы может оказать только глава республики Егор Борисов. Двукратная чемпионка мира, призерка Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая провела мастер-класс для маленьких якутян. На занятия в Ледовом дворце LA Boat Tour собрались дети с диагнозом сахарный диабет. Всероссийская акция «Жить, побеждая диабет» – это инициатива Добровольного физкультурного союза, председателем которого является известная спортсменка. До прибытия в республику она посетила Волгоградскую, Вологодскую, Тульскую, Свердловскую и Иркутскую области. 2 якутских проекта получат покровительство ЮНЕСКО. В штаб-квартире международной организации согласились предоставить эгиду 2 международным проектам, инициированным Якутией. Официальное покровительство организации получит фестиваль «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Аланхо» и международные интеллектуальные игры, которые пройдут в регионе в 2018 году. Оперу «Князь Игорь» Якутского театра посетила Валентина Матвиенко. В Большом театре России состоялась опера Александра Бородина «Князь Игорь» в постановке Андрея Борисова в рамках турне Государственного театра оперы и балета имени Сивцева, Суворона, Амалона по городам России и зарубежья. Спектакль прошел при полном аншлаге. Зрители главного театра страны радушно встретили мастеров сцены нашей республики, подарили им бурные овации. Якутянка Нария Андреева прошла во 2-й тур интернет-конкурса красоты «Русская коса». На этапе фото Нария Андреева вошла в топ-5 победительниц, набрав более 2000 голосов. В данный момент идет борьба за первое место в конкурсе видеороликов.
Заданием для данного этапа было признание в любви к России. Нария Андреева, студентка 5-го курса кафедры фармакологии и фармации Медицинского института Северо-Восточного федерального университета. Длина ее волос 135-140 сантиметров. Поддержите нашу землячку на всероссийском конкурсе. На этом у нас все. Читайте и смотрите esa.ru и будете в курсе последних новостей. До встречи!